Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В парламент поступит предложение об учреждении ордена Владислава Арзенба. Прошло второе заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии. На пике национально-освободительного движения Лыхнинское обращение 18 марта 1989 года стало знаковым событием для абхазского народа. Посвящение драматургу, писателю Фазилю Искандеру и награждение победителей конкурса «Проба пера» прошло в Абхазском государственном университете. Состоялось заседание Координационного штаба по вопросам реконструкции международного аэропорта Сухума имени Владислава Арзенба. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба отметил серьезность и амбициозность задач, стоящих перед людьми, занимающимися непосредственно реконструкцией аэропорта. 1 мая необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Те работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта, действительно очень масштабные. Это серьезный инфраструктурный проект, который реализуется на территории Абхазии. Такого рода проектов за последние 30 лет не было, сказал Бадра Гунба. Как вам известно, у нас задачи серьезные, амбициозные. 1 мая нам необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Те работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта, они действительно очень масштабный, серьезный инфраструктурный проект, который реализуется на территории Абхазии. Такого уж точно за последние 30-40 лет на территории Абхазии такого рода проектов не было. Поэтому благодарю всех тех, кто участвовал в реализации этого проекта. Мы на финишной прямой. Я думаю, что сегодня мы обговорим те сложности, которые сохраняются, для того, чтобы решить все эти вопросы, для начала регулярных рейсов в Сухумский аэропорт. Давайте начнем работу. Прошу вам слово. Все запланированные работы в части аэродромной инфраструктуры, строительства аэровокзального комплекса продолжаются в соответствии с установленными планами, сообщили исполняющий обязанности первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба на заседании Координационного штаба по вопросам реконструкции Сухумского аэропорта. Реализация проекта на текущий момент представлена в письменном виде. Значит, вкратце можно сказать, что все запланированные работы в части аэродромной инфраструктуры, в части строительства аэровокзального комплекса продолжаются в соответствии с установленным планом. По аэродромной части у нас не практически, а завершены все работы. На финальной стадии находятся процедуры документального оформления, имеется в виду сертификата, выдачи соответствующих разрешений. По информации от наших коллег, все технические мероприятия, соответствующие техническим нормам и требованиям, выполнены, и в ближайшее время уполномоченным органам будут выданы соответствующие сертификаты, которые дают право осуществлять работу в аэропорту на регулярной основе. Исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба провел второе заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Агдзябша первой степени Владислава Арзенба. Члены комиссии приняли решение об учреждении стипендии имени Владислава Арзенба студентам АГУ, проведении памятных мероприятий в Абхазии за ее пределами, создание официального сайта первого президента при фонде первого президента. Глава администрации Сухума Беслан Эшба объявил, что финансирование создания сайта он берет лично на себя. Члены комиссии также приняли решение обратиться в парламент с предложением об учреждении ордена Владислава Арзенба. На заседании комиссии обсудили и другие вопросы, касающиеся проведения памятных мероприятий, которые будут проходить в течение юбилейного года.
года. Среди них проведение при Абиге международной научной конференции, издание работ Владислава Арзенба, подготовка фильмов и телепередача о первом президенте. Председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Апля принял участие в прощании с 94-летним схиархимандритом Ильей Ноздриным из Оптиной пустыни, которое прошло в Казанском храме. Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Отпевание старца возглавил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Отец Илий похоронен на часовне в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Напомним, что старец благословил на 4-й срок президентства Владимира Путина. Информация правоохранителей. Огнестрелы. 16 марта в 21 час 50 минут в дежурную часть первого отдела милиции УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение с приемного отделения республиканской больницы о том, что к ним был доставлен гражданин Чкоту Анри Гиевич с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия. Сотрудники отдела дознания УВД по городу Сухум допросили Чкоту и медперсонал больницы, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов проводят ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств происшествия. Перестрелка произошла в селе Лыхны вечером 17 марта. Конфликт вспыхнул между 71-летним Отари Гумба и 32-летним Алмазханом Гумба. Оба получили ранения. Сообщение о происшествии поступило примерно в 19:00, сообщили в пресс-службе МВД. Отари Гумба госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, Алмазхан Гумба в республиканскую больницу. Ведется следствие. Свое продолжение получила гаагрская история с Константином Белозеровым. Корреспондент 78.ру пишет Мария Колмакова в публикации: «Я тебя сейчас убью». Петербуржцу прострелили ногу на отдыхе в Абхазии из-за голого торца, со слов жены пострадавшего в частности. Костя вместе с супругой Олесей и подругой отдыхали в Гаграх. Компания 13 марта направлялась на море. Костя шел с голым торсом, что очень не понравилось местным. Прохожие начали в грубой форме орать, чтобы мужчина надел майку. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и начал хаотично стрелять в разные стороны. Так одна из пуль прилетела Косте в ногу. Петербуржец упал, но местные не остановились и продолжили бить лежачего. Сейчас он находится в реанимации. Конец цитаты. Задержан подозреваемый в сбытии наркотических средств в особо крупном размере. В салоне автомобиля жители Ленинградской области Владимира Бруева обнаружили и изъяли наркотическое средство метадон массой свыше 137 граммов, сообщает пресс-служба МВД. Против россиянина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбытии наркотических средств на территории Абхазии. Решением суда города Сухум Владимир Бруев на время предварительного расследования заключен под стражу. Сотрудники ГАИ пресекли проведение ночных гонок стрит-рейсеров вблизи села Лабра, сообщает пресс-служба МВД. Информацию о планируемых гонках передали в УГАИ сотрудники УВД Чимчирского района. В ночь с 15 на 16 марта более 100 машин подъехали к месту старта. Сотрудники ГАИ оперативно предотвратили незаконные мероприятия. Сотрудники госавтоинспекции пресекли проведение ночных гонок стритрейсеров вблизи села Лабра Чимчирского района. Информацию о планируемых гонках передали в УГАИ сотрудники районного отдела внутренних дел по Чимчирскому району. Глубокой ночью с 15 на 16 марта более 100 машин скопилось на трассе. Сотрудники госавтоинспекции незамедлительно выехали и предотвратили незаконное и опасное мероприятие, при этом встретив сопротивление со стороны организаторов стритрейсинга. Я не хотел бы, чтобы произошло то, что произошло примерно вчера в Гагрском районе. Двухлетний ребенок. А для чего вы снимаете?
Гонщики в своих соцсетях тут же объявили, что в связи с приездом сотрудников ДПС гонки отменяются. Правда, заезды, по их словам, всего лишь переносятся. В УГАИ напоминают, что нарушение скоростного режима нередко приводит к печальным последствиям. Гонщики подвергают опасности себя и других участников движения. Уважаемые родители автогонщиков, обращаюсь к вам с просьбой напомнить своим детям о требованиях безопасности, законодательства и правил дорожного движения при управлении транспортными средствами. Зачастую ваши дети садятся за руль, не имея на то соответствующего водительского удостоверения. Нередкий случай вождения в нетрезвом состоянии. Алкогольное и иное опьянение усугубляет без того тяжелые последствия ДТП, совершаемых в ходе уличных гонок. Помните, ответственность за гонщиков ложится и на ваши плечи, ведь чаще всего именно родители покупают своим детям дорогие гоночные автомобили, не задумываясь, что дарят ему бомбу замедленного действия. Статистика показательна. Гоночное средство, которое является источником повышенной опасности, несет угрозу не только здоровью, но и жизни самих гонщиков и других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Стритрейсинг, то есть уличные гонки, популярное, но весьма опасное увлечение последних лет. Суть уличных гонок – ночные заезды на заданное расстояние. В стритрейсинге нет определенных правил, как нет и ограничений. Это увлечение, при котором молодые люди увлекаются агрессивной ездой и апгрейдом собственного авто. В том числе именно эти новшества приводят к тяжелейшим авариям, зачастую со смертельным исходом для гонщиков. Сотрудниками уже изъято несколько автомобилей участников ночных гонок в ночь с 15 на 16 марта. Работа в этом направлении продолжается. Более 2 миллионов рублей придется заплатить гражданину Абхазии за нарушение российского таможенного законодательства. Он ввез в Россию автомобиль представительского класса Toyota Crown Majesta якобы для личного пользования. Затем он нарушил условия временного ввоза, передав иномарку россиянину за вознаграждение. Возбудили уголовное дело, автомобиль объявили в розыск, сообщили в таможне Российской Федерации. Сообщение спасателей: сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги лесных пожаров в Сухумском районе, а начавшийся дождь потушил огонь окончательно. По словам начальника пожарно-спасательного отделения по Сухуму и Сухумскому району Тимура Квицини, спасатели всю ночь работали в Нижней Шере, Ачадаре, районе Сухумской горы. Сейчас в Сухумском районе пожаров не зафиксировано. День в истории. Лыхнинское обращение 18 марта 1989 года стало знаковым событием для абхазского народа, отразив накопившиеся чувства несправедливости в национальном вопросе и стремление к самоопределению. Основной посыл обращения заключался в требовании о выходе Абхазской ССР из состава Грузинской ССР и преобразовании ее в полноправную союзную республику в составе СССР. Лыхнинское обращение стало выражением многолетней борьбы за сохранение своей национальной идентичности и права на самостоятельное развитие. Оно консолидировало абхазское население, придав импульс национально-освободительному движению. Обращение продемонстрировало решимость абхазов противостоять политике Тбилиси и самостоятельно определять свою судьбу. Этот документ и массовая поддержка, которую он получил, стали важным этапом на сложном и кровопролитном пути к обретению подлинной независимости Абхазии. Смотрите репортаж из архива Абаза ТВ. Владимир Зонтария зачитал Лыхнинское обращение, коллективное письмо, написанное видными представителями Абхазского национально-освободительного движения. На поляне собралось по разным подсчетам около 36 тысяч человек. О такой цифре боялись даже думать, но большая поддержка со стороны национальных общин сыграла свою роль. И, честно говоря, настолько консолидировано было общество, тут и лидеры армянского общественного движения во главе с Альбертом Тополян, и русская община, и почти все греки. Работа очень серьезная была проведена. Это, конечно, имело очень серьезное такое значение, потому что мы, во-первых, в
политическом плане, в плане внешнеполитическом. Обращение к высшему политическому руководству СССР с требованием восстановления статуса Абхазии, которым она обладала в 1921 году, получило всеобщую поддержку. Сильной критике в данном документе была подвергнута сталинская модель национально-государственного устройства страны. В частности, отмечалось, пора, наконец, решительно приступить к реорганизации неоправдавших себя политических институтов. До каких пор будет существовать средневековая иерархия, делящая народы на ранги, подчиняющая одни республики другим? Конец цитаты. Первым свою подпись поставил первый секретарь обкома партии Абхазии Борис Викторович Адлейба. Перед самым сходом было принято решение пригласить на сход руководство страны. Через некоторое время в Народный форум позвонил первый секретарь обкома Адлейба Борис, попросил ознакомить его с текстом. Он его выслушал и попросил сделать одну маленькую поправку. Не очень значительную, но, видимо, он хотел, то есть как-то внести свой вклад в это дело, попросил смягчить там какую-то формулировку, на что мы согласились. И он сказал, что если вот это вы поправите, я приду и приведу с собой всех, кого смогу, руководителей. Борис Викторович первым подписал этот документ, и потом его начали подписывать все другие руководители страны, руководители Айтгалара, и потом начали подписывать все участники этого схода. Это обращение готовили сотрудники Абхазского института языка, литературы и истории Станислав Лакоба и Сергей Шамба. Документ подписывали и в других городах и селах республики, так что в целом под ним поставили подписи 35 тысяч человек. Из них 5 тысяч не абхазов. Кроме того, все чиновники, пришедшие на сход, за исключением грузин, последовали этому примеру. Игорь Марухба отмечает, что это событие стало исключительным феноменом на советском пространстве той эпохи. Действительно, это тот момент, тот исторический момент истины, когда все руководство абхазской национальности, находящееся тогда в руководстве, партийном руководстве и в советских органах Абхазской ССР, вместе со своим народом подписало это письмо. Во главе тогда с первым секретарем Абхазского обкома партии Борисом Викторовичем Адлейба, председателем Президиума Верховного Совета Абхазской ССР Валерианом Османовичем Кубахе и другими ответственнейшими лицами. Это фактически означало процесс отделения Абхазии от Грузии. В Москву документы Лыхнинского обращения повезли видные общественно-политические деятели, политики и ученые-историки Геннадий Аламия, Николай Джоно, Игорь Марухба, Вадим Пиля и Сергей Шамба. Сам этот сход и сам этот документ, они, конечно, очень мощным таким пропагандистским были стимулом, мобилизовали, конечно, общество. После этого, значит, и выборы в депутаты Верховного Совета СССР, выступление там Владислава Ардзенба. Целый ряд вот этих моментов создавали ту правовую основу для признания Абхазии, то есть создавали легитимность нашей борьбе. 2 июня в Москве с трибуны съезда народных депутатов СССР Владислав Ардзенба впервые на весь мир сообщил о вопиющих фактах дискриминации, катастрофическом положении абхазского народа, ассимиляции в отношении абхазов, о невозможности сосуществования абхазов и грузин в одном государстве. 18 марта 1989 года в селе Лыхны на исторической площади, где издревле решались важные для судеб народа вопросы, был проведен санкционированный митинг, на котором было принято обращение, направленное генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР и ряду научных учреждений. В нем была высказана просьба восстановить статус Советской Социалистической Республики, которую Абхазия имела в 1921 году при жизни Ленина. Вопреки утверждениям, это означает не выход, а восстановление статуса договорной Абхазии. Такой статус, согласно договору 1921 года между СССР Абхазией и СССР Грузией, давал возможность СССР Абхазии самостоятельно решать свою судьбу в случае возникновения вопроса о выходе другой союзной республики из СССР. Потому что абхазский народ считает нахождение в СССР единственно возможным способом сохранения своей национальной самобытности. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.
Награждение победителей конкурса «Проба пера», посвященного абхазскому драматургу и писателю Фазилю Искандеру, прошло в Абхазском государственном университете. Из 20 участников, студентов АГУ, члены жюри выбрали 12 лауреатов, которые были награждены памятными грамотами и призами. Поближе познакомит наших зрителей с работами юных поэтов и литераторов Рада Чачава. От белокаменной набережной Мухуса до колорита села Чегем. Дух и проза великого русского писателя, но певца Абхазии, как он сам и любил поговаривать, Фазиля Искандера окружают каждого жителя нашей страны ежедневно. Ведь и в строках сборника стихотворений «Горные тропы», и в небезызвестном Сандро из Чегема, и в трогательном, но смешном детстве Чика, и во многих иных произведениях ярко, колоритно, тепло и с любовью отражает Фазиль Абдулович быт и традиции республики, выраженные порой даже в незначительных деталях. Певец Абхазии творил, вдохновляясь родными просторами, воспевая их красоту и аутентичность. А теперь его примеру следуют молодые поэты и писатели, участники конкурса «Проба пера», который ежегодно проходит в Абхазском государственном университете в честь великого писателя. Про культуру, про красоту природы, про наши родные края. Конечно, я не могу также писать о природе, об Абхазии, но когда ты читаешь такое, ты понимаешь то, насколько это вообще гениально. Прекрасный писатель, вдохновение. Я очень люблю таких людей, которыми можно, не боясь, похвастаться. Его произведения, они переведены на разные языки, в том числе и английский, и его знают, можно сказать, по всему миру. Я как человек, который также вырос в Сухуме, вот меня очень, когда я читал Сандро из Чегема, меня очень радовали разные сцены, написанные там, потому что, по сути, он описывает те места, по которым я прохожу сегодня. Ну, то есть по современному Сухуму. И я горд сказать, что это наш поэт, писатель. На конкурс было представлено 20 работ студентов самых разных факультетов и отделений университета. 12 из них были отмечены в различных номинациях, а авторы произведений, стихотворений, эссе, прозы поделились с нами подробностями отмеченных жюри работ, рассказали о своем творческом пути, планах и о самом важном для любого автора – вдохновении и мечтах. Кристина Мюсельмян пишет стихи, вдохновляясь поэтами Серебряного века. Немного смущаясь, она признала, что особенно зачитывается Анной Ахматовой и даже трубадуром революции Владимиром Маяковским. О конкурсе «Проба пера» Кристина узнала еще будучи студенткой первого курса и решила использовать этот шанс, чтобы поделиться с миром своим творчеством. Преимущественно все мои работы, как и, наверное, большинство стихотворений всех поэтов, посвящаются невысказанным чувствам, невысказанным мыслям. Это как личная запись, личный дневник и такой, используя оксюморон, тихий крик души. У меня сейчас находится на стадии разработки книга, уже половина ее написана, но, конечно, моя самокритичность не позволяет мне ее никак закончить. Это история про парня, который потерял память, и так получается, что он выходит к кораблю у моря. Здесь перекликается фэнтези-мир, и поэтому я надеюсь, что я когда-нибудь наконец-то доработаю свою работу и опубликую ее. Первое стихотворение Лонда Хагуш сочинила еще в 4 классе для школьного задания. В дневнике ее педагог написала «Будущая поэтесса». И предсказание сбылось. На конкурс девушка представила несколько стихотворений, центральной темой которых было самое возвышенное и поэтическое из чувств – любовь. Ее работа была по достоинству оценена за искренность поэтического слога, и Лонда поделилась, что подобная рецензия невероятно важна. Ну, во-первых, я вдохновляюсь людьми, природой, красотой природы, и поэтому мне именно чувство любви, оно ближе. И моя работа награждена как работа, которая обладает именно искренностью. Вот, поэтому для меня это самое приятное, наверное. Даниэла Абухба в своем творчестве тяготеет к темам, традиционно вызывающим у массового читателя как легкий испуг, так и искренний интерес. Она рассказала, что много пишет в жанре детектива и триллера, не забывая и о драматизме. А начала девушка свой творческий путь необычайно рано, всего в 10 лет. Уже в 20 лет Даниэла опубликовала свою первую книгу, написанную на английском языке с последующим переводом на русский. Книгу можно найти на платформе Литрес, но, по словам молодой писательницы,
художницы ожидается и презентация ее работы. Работа моя называется «Тень». Она о человеческих страхах, о человеческих печалях, о том, о чем ты жалеешь, но не можешь себе в этом признаться, как это тебя гнетет. Я часто смотрю кино, читаю различную литературу, в которых персонажи совершали ошибки. И я вдруг подумала, а что чувствует этот персонаж, когда понимает, что в его руках находится чья-то жизнь. Проза у меня в основном больше ориентируется на драматические чувства, не уходя в мелодраму, а с уклоном в детектив и триллер. Эта книга – детективный роман. Если не спойлерить, то она о двух братьях, о вреде фанатизма. Александр Габуня посвятил конкурсное стихотворение «Вражде двух друзей», заканчивающееся, увы, трагично. Его вдохновляют драматичные, эмоциональные и патетические истории в литературе и кинематографе. Молодой автор скромно не называет себя поэтом, хотя признается, что мечтает написать книгу об Абхазии. Фильмы, которые я смотрю чаще всего, и книги, которые я чаще всего читаю, они больше связаны с такими драматичными криминальными историями. Я вдохновлялся именно им. Я являюсь гражданином Республики Абхазия, являюсь патриотом, и я хотел бы написать роман, по большей части связанный с Абхазией, но только он замаскированный в, так сказать, маске выдуманного мира. Как отметила Елена Кабахия, старший преподаватель кафедры истории русской и зарубежной литературы АГУ, конкурс «Проба пера», проходящий в рамках искандеровских чтений, всегда привлекает внимание студентов и сотрудников университета. Ежегодно количество заявок растет. Перед началом церемонии награждения победителей конкурса Елена Кабахия объявила о старте «Пробы пера 2025». Мы сегодня объявляем новый этап конкурса. Опять все факультеты будут уведомлены о том, что у нас этот конкурс состоится. И мы ждем ваши творческие работы. А вообще, на самом деле, удовольствие это читать. А по завершении торжественной части молодые, творческие, талантливые, яркие ребята декларировали стихи собственного сочинения и благодарили педагогов за всяческую поддержку. Вы возомните лица дедов наших и их матерей. Представьте, что та самая птица, свободы не видавшим, молит. Убей меня, меня убей. Нет жизни мне в чужих краях. И смысла нет среди тех дней, что крылья держат в кандалах. Сараура яудырос рейпшин. Хайналым, а ты шахабжуп. Уара сараз дышты урейпшин. Ей ласкай, а движется ларгацруб. Исклала фюцим вияша, и самша сошна на гузуравахи. Уажи сарасом его дали. Сзагишь со стахамрахи. Сатоум цинсгуаца чаехас. Штаура удас целует. Избанок зарсам вечуц. Уям веч закичуц не хвалует. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ. Новый атом-класс откроют в одной из ачимчерских школ при поддержке Росатома. Накануне прошла встреча исполняющего обязанности министра просвещения Нала Габля и представителей Росатома Натальи Шурочковой и Оксаны Малафеевой. Развитие атомного образования – это важный шаг для подготовки кадров, которые в будущем могут работать в энергетической сфере, отметил Габля. Росатом предложил провести конкурс среди школ Ачимчерского района и определить, где именно появится спецкласс. 7,5 тысяч детей уже прошли диспансеризацию, проводимую российскими медиками в школах Абхазии. В эти дни диспансеризация проходит в Сухумском, Ачимчерском и Гудаутском районах, а также в Сухуме. Профосмотры в Гулрыбском районе уже завершились. В дальнейших планах организаторов охват всех школ и детских садов во всех районах Абхазии. Диспансеризация проходит на добровольной основе. С согласия родителей все анализы доставляются в лабораторию республиканской больницы. Никаких прививок не осуществляется, только диагностика. Диспансеризация продлится до конца мая. Предполагается, что в ней примут участие около 25 тысяч детей.
Около 50 художников со всей Абхазии представили свои работы на выставке «Весна. Пробуждение» в Доме культуры Гагры. Третий год у нас проходит художественная выставка, посвященная началу весны. При этом тематика не обязательно должна быть связана с этим временем года, отметила администратор Дома культуры Татьяна Санаян. Экспозиция открыта для посетителей в будние дни с 9 до 15:00 до 31 марта включительно. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия принимает участие в 31-й Московской международной туристической выставке «МИД. Путешествия и туризм», которая проходит в Москве с 18 по 20 марта в МВЦ «Крокус Экспо». На национальных стендах стран и регионов принимают участие представители принимающих компаний, гостиничного сектора, авиа- и транспортных компаний, экскурсионных бюро, других участников туристической отрасли. О спорте. Команда «Крылья Абхазии» получила серебряные медали на межрегиональном турнире по баскетболу «Звезда Весна». Турнир, в котором участвовали 11 сильных команд, стал настоящим испытанием, но наша команда играла достойно и показала всю красоту абхазского баскетбола. Тренирует команду главный тренер «Крылья Абхазии» Дмитрий Чартия. Нужно отметить, что в соревнованиях участвовали сразу 3 команды от Республиканской детско-юношеской школы игр, что говорит о достойном уровне развития баскетбола в нашей стране. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 19 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, туман, возможно, гроза, в горах снег. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью +1,6, днем 5-10, температура морской воды +9. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.